Зуртан Халтаров, Андрей Григорьев, Когито Бурята, Андрей Григорьев, Наими Радио. Здравствуйте, дорогие друзья. Сейчас, подождите, извините, я тут переключусь, в мышках путаюсь. Сейчас реверберация пойдет. Сейчас пойдет реверберация. Сейчас мы его отключим. Дорогие друзья, теперь вы меня видите. Стрим на фоне икон. Значит, сейчас мы в прямом эфире на радио. Слушайте нас на волнах ИМИ радио. Сегодня пятница, 14 февраля 2025 года. Сегодня с вами я, Зуртан Халтаров. Андрей Григорьев по объективным причинам отсутствует. Значит, там наше последнее время, там, по крайней мере, 2 или 3 недели принимавшие участие гости тоже где-то пропали. Ну, в общем, надеюсь, что у них все там хорошо. Так, смотрим на чат. Сегодня, ну, такой, так скажем, эфир будет посвящен... Сейчас я участвовал в Zoom-конференции, и эта неделя достаточно была мощная по, значит, ситуации с Украиной, что... В общем, принуждают Украину к миру, принуждают вот эти все 3 года политики, было не пяди украинской земли, но, судя по всему, в общем-то, Трамп дал всем понять, и европейцам, и украинцам, что все они напрямую с Путиным договорились, и это, конечно, очень сильно не радует. Почему? Потому что, ну, в целом, до этого мы, кстати, обсуждали этот вопрос, что для американца Украина, Монголия, там, Пакистан, Туркменистан, Турция, там, я не знаю, какая-нибудь Болгария, Румыния, Польша, там, Беларусь, Прибалтики, это все для них одинаково. Оно называется shithole countries. Все, что там происходит, хорошо только если это имеет какое-то некоторый позитивный вклад для Америки. Ну, там делают бизнес, например, или какие-нибудь там, я не знаю, вещи в Америку попадают, да, ну, которые американцам, там, скажем, по вкусу. А так, в принципе, все, что там происходит с людьми, которые там происходят. Почему такая позиция? Потому что большая часть американцев это все-таки мигранты. Они знают где-то на подкорке, что люди, если не едут оттуда в Америку, значит, они этой жизни заслужили. То же самое, как после весны народа в 1848 году, значит, в Америку ринулись самые активные, то есть, когда реакция победила, когда феодалы, значит, бюрократия не дала возможность сбросить эти ненавистные режимы, да, то есть, ну, более-менее активные люди, которые понимали, что им здесь ловить нечего, немцы в основном, более 2,5 миллионов немцев эмигрировало в Соединенные Штаты. И вот этот бурный рост экономики северных штатов США, он именно произошел благодаря немцам. Внедрение инноваций, технологии, там, университеты и все прочее, это вот большая масса, в основном с немецкоязычных стран, в том числе с Австрии. Так начала зарождаться крупная диаспора поляков в Соединенных Штатах Америки. В этот же самый период началась струйка еврейская миграция.
идишемовные, так скажем, евреи начали в США перебираться. Ну и вот технология позволила, вот эта система мигрантская, она позволила, конечно, Америке вырасти, и поэтому понятно, почему там еще существует мигрантофобия, особенно к тем, кто, ну, к соседним, так скажем, представителям соседних стран, там, умственно отсталые, преступники, в общем, люди, которые, ну да, там, Америка построена на тяжелом труде, но это же понятно, что тяжелый труд, раз ты тяжело трудишься, да, то, что ты делаешь что-то для упрощения труда, да, инновации какие-то приносишь и так далее. А когда, ну, так скажем, представители из латинских стран приезжают, они же там, ну, так скажем, стереотипная, конечно, мыслью, но инноваций никаких новых не приносят. То есть они приносят вот, ну, те традиции, которые там столетиями формировались в Южной Америке. Значит, и я помню, смотрел выступление одной мексиканки, она выступала против вот этой политики, где говорилось о том, что вот нужно там всем культурам позволять, и она говорила, что я не хочу, чтобы здесь, в Соединенных Штатах, начали пропагандировать основы мексиканской культуры, потому что я знаю, что если эта культура представляет, в которой женщина вообще никакого слова не имеет, она там вообще не человек и так далее. Ну, то есть, примерно в таком смысле было выступление, и она говорит, я приехала в Соединенные Штаты жить в американской культуре, а не возвращаться в мексиканскую. Поэтому для усредненного американца вот эти вот все там какие-то дела где-то там далеко и так далее, они, в общем-то, никому не нужны. И поэтому Трамп, как шоумен, он там вбрасывает, например, такую вещь, что, ну, мы в Украине, потому что там мы сможем там 500 миллионов долларов получить в результате редкой земли. И, значит, вот завтра планировали активисты съезда народных депутатов провести пикет, митинг под американским посольством с требованием не бросать Украину. Сейчас даже посчитаю, как это, как называлось примерно сейчас. Сейчас мы... сейчас, подождите. Я Добрый день. Вы представляете, это была провокация. Да, действительно, друзья мои, звук пропал. Не знаю по какой причине, но, в общем, вы всегда можете зайти на imiradio.pl,
Сейчас я вам даже сброшу эту штуку. Сейчас. Так, дорогие друзья. Проверим, кстати, работает ли вражки. Заходите вот Жаргал, там Монг, я вам пишу. Пройдите по ссылке, там будет такая, значит, штучка, play нажмете. Только открывайте в браузере именно. Почему? Потому что если вы там через мессенджер там или еще где-то открываете, там кэширования практически нету, поэтому там 30 минут, 30 секунд, короче, и там придется вам там постоянно перезагружать, поэтому откройте это в браузере именно, там либо на телефоне, либо еще где-то на компьютере. И я буду в прямом эфире, значит, и проверим, кстати, не заблокирован ли сайт, потому что, например, в Туркмении, благодаря Сердару Хаджанипесову, моему коллеге, который, значит, на час раньше меня начинает вести прямой эфир, ну и вот заблокировали, в общем, власти Туркменистана, в том числе добились того, чтобы заблокировали ему ТикТок там на 26 тысяч. Ну вот сейчас читаю такого польского писателя, публициста и политического мыслителя Юлиуша Мирошевского. И он работал в эмигрантском польском журнале, называемый «Культура», который издавался под редакцией Ежи Гедройца. И вот этот Юлиуш Мирошевский, он внес значительный вклад в формирование польской политической мысли в период после Второй мировой войны. И вот обратимся к его идеологии, к идеям, которые он высказывал. Вы помните, что Польша после Первой мировой войны образовалась в результате слияния, так скажем, частей, которые захватила Пруссия, Австрия и Россия. При этом были включены части современной Украины и современной Белоруссии. И согласно вот доктрине Мирошевского-Гедройца, они разработали такую доктрину, Польша и поляки должны отказаться от территориальных претензий на восточные земли, такие как Львов и Вильнюс, и поддерживать независимость Украины, Литвы и Белоруссии. И это именно обеспечит безопасность Польши и создаст барьер против возможной российской экспансии. Поэтому именно вот эти страны, и Литва, точнее Польша, Литва, там Эстония, Латвия, они дали совокупно наибольшую помощь Украине. Польша выделила самое большое количество танков для украинской армии, в то время как американцы там дали каких-то Абрамсов А1, по-моему, там третья или четвертая модификация этих самых первых Абрамсов, короче, всего там 30 с чем-то штук. При том, что, ну да, здесь вот, я еще помню, в начале, в середине, точнее, 22 года там некоторые поляки обсуждали, что ну вот зря Польша там эти советские танки отдала. Ну, я говорю, ну взамен же вы там леопарда получите, там, значит, какие-то корейские танки и американские. Они говорят, ну, советские это же дизель, там фактически на рапсовом масле гоняют, да. А те-то турбина, там топливо надо хорошее. А у поляков вроде, мол, заводов нету, которые это производят. На самом деле все есть. И потом это уже вскрылось, там, начало 2024 года. Оказалось, что Польша, точнее, организация такая Орлен, ну, она, по-моему, государственная структура, она какими-то там хитрыми путями скупила какое-то количество, значит, этой русской нефти, переработала ее, значит, и толкнула успешно. То есть она там в 23-м или 24-м году показала какие-то совершенно сверхприбыли. Так вот, Юлиуш Мирошевский считал, что независимость Украины, Литвы, Белоруссии будет способствовать стабильности в регионе и укреплению позиции Польши в Восточной Европе.
Мирошевский также подчеркивал важность примирения и сотрудничества между народами региона, особенно между поляками и украинцами, несмотря на сложное историческое прошлое. И мы уже с Живицей немножко этот вопрос обсуждали. Оказалось, что вот такие труды, как эволюционизм, политические неврозы, модели и практика, материалы рефлексии и мыслей, которые в середине 60-х и 70-х годов были опубликованы, они ни разу не переводились на русский язык. И, конечно, не переводились на бурятский язык. И я так подумал, а что? Ведь неплохая такая задача стоит взять эти труды, перевести на бурятский язык и дополнительно добавить туда своих мыслей касаемо вот нашей Бурятии от Енисея до Амура. Я сейчас вот смотрю, там Баир Бурят усилил свои, значит, эти как его ролики, там, значит, добавляет какие-то идеи, там, создать организацию и все прочее. Но я ему советую не раскачиваться, потому что там ему, конечно, на уши, видимо, кто-то присел, какая-нибудь бабка, вот эта шизофреничка, которая там президентом себя там чего-то там замыслила и так далее. Ну, тоже, наверное, такая шизоидная там просочилась в Южную Корею, там, потом там на уши. Ну, как Бачников, вот, допустим. Ну, я хорошо в свое время с Бачниковой пообщался, мне теперь никакая шизофреничка на уши уже не это, как его, не наступит, как говорится, да, там какие-то свои бредовые идеи. Таких, конечно, можно использовать, там, обвязать взрывчаткой, там, в какой-нибудь там, значит, какое-нибудь министерство отправить и так далее. Она там просочится и успешно взорвется, это понятно. Но когда вот такие шизофреники тебе присаживаются и начинают мозги тебе компостировать, происходят, ну, очень нехорошие вещи. То есть ты будешь думать, как будто бы они там начинают работать, там что-то, как будто деятельность бурную разводят и так далее. Даже бумажки тебе будут показывать, а по факту ничего не делать. Поэтому пока Баир Бурят, он сам там не начнет бегать со статутом, там, с корейскими всякими левацкими организациями, я бы вот так посоветовал. То есть, если вы там, ну, в США где-то находитесь, упадите на хвост левакам. Даже если вы там пиздец какой правый бурят, там, значит, там, традиционная семья, там, никакого пидорства, там, гейства, всякого лесбиянства и все прочее, да, все равно левым упадите, как говорится, на хвосты, с них получите вот эту всю информацию, как, значит, делать эти всякие организации и так далее. Может быть, даже они вам помогут какую-нибудь создать. Тем более по профилю вот эти все правозащитные организации, они, ну, это насыщено просто левачизмом. И только таким способом можно, ну, быстро достаточно и не тратя достаточно большое количество денежных средств, можно, ну, что-то получить. Эм, Поэтому, к сожалению, здесь таких в Польше организаций нет. А то так бы с удовольствием бы упал, короче, и сейчас бы уже бы фондик был, может быть, даже и USAID какой-нибудь грантик мне выделила. И возвращаясь к Мирошевскому, я вот считаю, что нужно эти труды перевести. Если кто-то хочет мне помочь в этом деле, пожалуйста, приглашаю в сотрудничество. Есть все данные для того, чтобы задонатить какие-то средства. Начну там прям по страницам, там, ну, 10 страниц, я не знаю, за неделю, наверное, буду переводить. С помощью чата GPT, там, еще каких-то переводчиков. Ну, потому что, ну, а как? Ну, есть механизмы, есть все, что называется, работать, надо использовать, конечно. Так. Ну вот, в 22 году пишется. После начала вторжения России на Украину Польский государственный центр польско-российского диалога и согласия был преобразован в Центр диалога имени Юлиуша Мирошевского. Целью этой организации стало содействовать диалогу и согласию между поляками и народами Восточной Европы, в частности, украинцами, белорусами, грузинами, молдаванами и русскими.
Юлий Мирошевский оставил значительное наследие в польской политической мысли. Его идеи продолжают оказывать влияние на современные дискуссии о внешней политике Польши и отношениях с восточными соседями. Ну и вот, и, кстати, надо будет в этот центр сгонять, проверить, что там, как там у меня этот грант мы подавали, несколько грантов я туда подал. Не знаю, может быть даже поддержат. Может быть, даже будут деньги. Так. Ну вот, читаю тут про эту Мюнхенскую конференцию. Значит, вот она недавно была. Тут, значит, Трамп и Хексет. Хексет, это, я так понимаю, что это новый там министр обороны у них. Какой-то там совершенно какой-то примитивный человек, судя по всему. Ну, он такой вроде как как он называется, жесткий мужичок, короче, ну, судя по тому, что у него там черепушка, ну, как бы, не особо развитая для большого мозга, короче, поэтому он такой какой-то, ну, что ему говорят, говорить, то он и говорит. Ну, понятно, что там Трамп, он выполняет свои предвыборные обещания, так скажем, да, там он же там бросал, что там я там с Путиным там типа дружу, там я знаю, что это за человек, там пятое, десятое, значит, мы там к нему ключики подберем и все прочее. Ну вот смотрите, сейчас вот на зуме как раз у Ержана Тургумбая обсуждали этот вопрос, там Иса Садыков, если я не ошибаюсь. Вот он, ну, акцент делал на том, даже если сейчас Украина поступится, значит, с какими-то своими территориями, это не отменяет той доктрины о том, что Украину будут признавать в рамках границ 91 года. То есть эти территории за Путиным никто признавать не собирается. То есть я думаю, что хитрость будет следующая, что Путину дадут понять, что мы как бы, ну ты можешь считать эти территории, где у тебя войска стоят, России, да, мы даже Google карты такие сделаем, где там вот Крым отрезан, там вот это, как его, Запорожье, там Мариуполь, этот Донбасс несчастный, всем уже остопиздевший на самом деле. И вместе с этим населением, которое там живет. Ну, ты вот карту Google там сделаем, там на территории России будет у тебя отображаться. А на всей остальной территории это все Украина. Понимаете, да, как будет? Поэтому Путин, он, конечно, пойдет на такое. Почему? Потому что скажет, что русская пропаганда, она скажет, все, мы там победили, нацистов, значит, убрали, там, пятое, десятое, там, сейчас вот начнем террористов уничтожать. Вот я сейчас представляю, там, эти, наверное, красавицы-то. А, не, ну в Европе кто там? Ну, Морландиха. Ну, Морландиху, по-моему, не признали террористской. Ну, она так, ну, что там, какая террористка? Кого она там терроризировать может? А признали террористическими организациями комитет, например, бурятской независимости. Вместе там, ну, Хомутаев, Конгресс бурятского народа. Ну, кстати, самое это что смешное, что Конгресс бурятского народа это же русская организация. Вражки созданные, причем созданные чиновниками под себя. Конкретно Егоров такой создавал ее. Ну, кто знает, ну, для чего? Для того, чтобы это, как его, свои позиции, так скажем, да, удерживать. Под себя создавали вот это. Вот читая в 2020 году, значит, Конгресс бурятского народа прекратил свое существование. Создан был в 1996 году по инициативе делегатов Второго Всебурятского съезда. Значит, туда входили Егоров Евгений, Владимир Саганов, Геннадий Манжуев и Леня Турбянов. Ну, в общем, создали они, значит, вот эту организацию. Егоров в 2007 году умер. И после вот того, как умер Егоров, значит,
этот конгресс прекратил свое фактическое существование. Ну, потому что понятно, что был чиновник, значит, какие-то, значит, денежные средства мог добывать там и так далее. А все остальные, ну, это были так, говоруны, поскольку постольку там что-то там трещали, там про репрессии вспоминали. Но они как-то выборочно вспоминают, что, ну, мол, только 30-е годы там. А в 20-е годы кто раскулачивал, бегал с этими, блядь, с комбедовскими этими повязками? Что, забыли, на? Тоже борцы, бля, с этим, как его, с режимом, короче. Ну, они думают, что, видите, вот эта люмпинская комбедовская масса, вот эти все карлицы, там вот эти уродки, эти все квадратноморды, эти инфо-цыгане и так далее. Они думают, что, ну, вот память-то короткая, там, ну, постольку там 30-е годы, там что-то было, да, там, как-то это. Люди-то не помнят, да, что вот вы-то, голодрань-то, в 20-е годы, как только вам власть дали, вы там голову подняли. Ну да, кто поспособнее был, выучился, там что-то, какое-то образование получили, ну, вроде как интеллигентами даже стали и так далее. Ну, вот сидит одна Вьюшкова там в этом США, что-то вякает, крякает, короче, недавно там говорят с этим, с алкоголиком хроническим выходила, и они там давай друг на друга вот так. Там мне один соратник звонил, говорит, ты представляешь, до чего Вьюшкова опустилась? Я говорю, а что? А что она опустилась-то? Я говорю, у нее происхождение-то какое? Ну, самое простое. Да, я говорю, ну вот ум, там, талант и так далее. Ну, а как я говорю? Ну, она же глубоко вот этот, не просто советский человек, да, а совок, люмпен. Ну да, образованный, там, хорошая зарплата, там, еще статьи какие-то печатает и так далее. Ну, это же абсолютно не означает, что она вдруг, благодаря каким-то своим там знаниям и так далее, может претендовать на какие-то лидерские позиции. Ну, тем более Вьюшкова. Была бы она какая-нибудь, хотя бы Гарможапова хотя бы, или хотя бы там Ханхалаева, то тогда еще бы можно было. Ну, хотя бы оставила бы свою фамилию, да, родную. А тут бац! Но я временами там читаю телегу, но она, по-моему, меня снова забанила, короче. То есть там у одного активиста там, значит, какие-то комментарии я писал, короче, и она что-то, видимо, сильно оскорбилась. Видимо, вот это из детства там вспомнила, как ее там обижали там и так далее. Ну, они же все такие обидчивые, эти старухи там, эти все. Ну, несчастные бедные женщины. Ладно, я должен, наверное, прекратить над ними, над всеми издеваться, но просто не могу, потому что это ж, они ж пакостят. Ну, казалось бы, мелкие, никчемные, а вот полностью состоят из, так скажем, из такого вонючего, едкого дерьма. Ну и вот в 2007 году, значит, этот конгресс бурятского народа умер, потому что, значит, поскольку постольку там по инерции там что-то работало, вот пишет, значит, Бардымов Матвей вошел туда, пишут депутаты Государственной Думы первого созыва. Кондаков, Семенов, Матвей Баданов. Бабков туда даже вошел в Конгресс бурятского народа. Чуйбона, господи, мать честная. Ну, и в 2016 году была попытка, третья попытка возродить Конгресс бурятского народа. Ее возглавил бывший полицейский глава Иволгинского района Александр Цыгенов. Но они, видимо, там почему туда Бабков, там вот эта вся шляпа, они, видимо, работали над той идеей, что типа бурятский народ это вот вообще, ну, все быдло, которое в Бурятии живет. Вот эти все люмпины, каторжане, вот это вот быдло, которое там понаехало там в 30-е, в 40-е годы, послевоенное, там в 70-е годы, вот это отребье все ссылалось. Там же интересно вот эти всякие исторические документы читать, например, вот по поводу, я какую-то там исследование и вбил Мадагоева. И там, значит, вот анализ был мадагоевских там воспоминаний, короче, еще чего-то. И там Мадагоев прямым текстом пишет, что оказывается, вот эти в 60-е, 70-е годы в Бурятию ссылали из Тверской области русских люмпинов, вот этих лодырей там,
Ну, как они там назывались-то это в советское время-то? Тунеядцы. И, оказывается, бросали их на наш, значит, бюджет. И этот несчастный, значит, Мадагоев вот на уровне там, значит, обкома бегал там, искал возможности, чтобы вот этих люмпинов там где-то расселили, где-то им дали работу и так далее. А вы ничего сейчас подобного-то не находите? Сколько вот этих люмпинов с центральных регионов России, которые не умеют работать от слова совсем. Ну да, у них там образование есть, память хорошая, у них там зазубрили. Ну, там потому что конкуренция выше, чем в Сибири, да. Ну, и он такой приезжает, что-то из себя там начинает это на парашютике там спускается, значит. Где-то вот он там, ему там работу находит, он работает, значит, там, ну, от него там подоходный налог в Бурятии остается, а вся остальная сумма консолидированная, она вообще уваливает. Это то, и то, если там, значит, договоренность была, что вот ты там нам дай там 20-30 хотя бы таких работяг, чей подоходный налог будет в Бурятии оставаться. А многие это вот эти конторы, которые зарегистрированы по недрам, которые платят, они вообще работают по контракту. То есть тут к нам не физическое лицо приезжает, а к нам приезжает ИПшник какой-нибудь или самозанятый. Понимаете? А тут уже ну, с налогами совершенно по-другому все будет. Поэтому, когда там кто-то начинает рассуждать по поводу того, что ну там какой-нибудь буритос там забушлатился и наконец-то там буритосы купили квартиру, вы понимаете, что это же вы можете этими ресурсами и недрами владеть. И знания вам хватит. В конечном итоге можно пригласить и иностранных специалистов откуда-нибудь с Китая, из Японии. Они, что вы думаете, хуже построят добывающую экономику? Что они хуже построят железные дороги, которыми то же самое будет вывозиться в те же самые страны? Понимаете? То есть, ну, тут вот такая ситуация. И я сейчас вижу вот эту ситуацию вокруг Украины в двух контекстах. Во-первых, перестанут погибать буряты, которые уже научились воевать, это раз. С позиции бурятского национализма хорошо ли это? Хорошо только в том случае, если идеология бурятского национализма, идеология превосходства бурятской нации, но ни в каком не физическом, не как нацисты там создавали, что мы там сверхчеловеки, там сверхлюди там и все прочее, да, и уберменьше. Нет. В том смысле, что это наше все в Бурятии. Что все это должно работать на восстановление бурятской нации. Мы не должны перед русской национальной идеей прогибаться, бегать себя, как вот этот шаман-дурачок, в грудь себя колотить, орать, что мы там, я русский там и так далее. Этого нам не надо, нам свою идеологию нужно националистическую. Вот есть же там эти дурачки из Якутии и Устумсу, короче, что-то собираются, там камлают, там пятое, десятое. Но что это за националист, да, который своих адептов национальных, националистических сжег в русской войне? Так ты же не националист тогда получается. Как ты можешь выступать за то, чтобы национальные патриоты твои дохли за русские интересы? Но такое, как оказалось, возможно, понимаете, пропаганда, денежные средства, там, ну, пыль в глаза бросили, ну, там, какие-то там эти юрты они там, или как у них там эти по-якутски называются, что-то наделали, там, обряды какие-то проводили. Ну, дурачков хватило. Ровно на год или на два, короче. Ну, сейчас эти дурачки снова там вернутся, тоже что-то будут там делать, да, там, мигрантов, возможно, гонять. Но у бурят такого нету. А почему? Некоторые говорят, ну мне любители бурят, говорят, что буряты умные. Я говорю, буряты не умнее и не тупее всех остальных. Ничего подобного. Если он тупой уже поехал туда, то он уже 100% тупой, короче. Его там перевернуть на какие-то... Он найдет там вот как эти алкоголь, как вот этот алкоголик в Америке. Он же там находит какие-то, выпьет. И вдруг какие-то лазеечки начинает находить. Ну, в своих каких-то идеологиях, там еще там что-то. Житейский опыт, типа приспосабливаемость там и все прочее. Потому что национальная идея, она-то не для всех. Вы поймите это. Что национальная идея требует жертв. Как мне этот один говорит, ты же, говорит, там за бурят не говори. А я говорю, а кому, кроме как мне за бурят-то не говорить, что там
Кому еще говорить-то? Кто еще полноценно во весь голос заявляет о правах бурят? Ну кто? Кто систематически на идеологическом уровне говорит о том, что Бурятия для бурят, бурятам бурятскую власть и Бурятия от Енисея до Амура? Кто говорит? Никто не говорит. Халтаров говорит. И мы это неизбежно все вернем. И матка русской женщины будет работать на воспроизводство тех бурят, которых мы сейчас потеряли в Украине. Это неизбежно должно работать. Неизбежно Бурятия будет от Енисея до Амура. И все ресурсы с этих огромных территорий, с 5 миллионов квадратных километров, будут направлены на воспроизводство бурят. На бурятские 10 миллионов. Сейчас нужно сосредоточиться на бурятском миллионе. Для того, чтобы бурят было миллион минимум. Я интервью делал с Русланом Габасовым. Ну, видно сразу там, выглядит хорошо, там, башкирский бизнес, ну, который там еще при Рахимове там разъехался по всему миру, короче. Они же там тоже нефтяночкой торговали, короче, то есть с недр добывали, и, ну, и, там, в Литву, в Латвию там башкиров этот Рахимов послал, чтобы там сидели. Этой, как его, башкирской нефтью там занимались, торговали. Ну, и они так до сих пор, видимо, там где-то подторговывают, короче, видимо, что-то есть, какие-то финансовые средства. А у бурят что? Ну, нету ничего. Недра мы не добываем. Они в нашей никогда собственности не были, короче. И не будут. Потому что вот те, которые сейчас вернутся, они вот этих задач не будут ставить. Но мы будем работать над идеологией бурятской. И вы должны работать. То есть она просто так на пустом пространстве не появится. То есть выкидывайте вот этот вот наивняк, как вот, я постоянно этого Шафирова вспоминаю. Ну, то есть насколько можно быть вот наивным и примитивным, да? Это вот Шафиров просто это как квинтэссенция состояния русской души, так скажем, да? А вот что вы, говорит, сделаете для русских в независимой Бурятии? Вот ты же должен к ним обращаться, к нам, к русским, что мы же хорошо жить будем, здорово в Бурятии жить будем, что это. А я говорю, ты знаешь, ты, говорю, не об этом-то думаешь, не о том, что вы там будете это. Ты думаешь о том, будут ли нас, буряты, колотить за ваши проделки, за конкретно твои проделки. Вот это любой русак там в Бурятии, там в Чите, в Иркутской области думает. А, я же вот всю жизнь ненавидел этих бурят, унижал там, оскорбляли мы их, вообще за людей не считали, да? А ты представляешь, вот сейчас власть возьмут, да? И да вот эти вот, так, с которыми воевали это рядом. Ты представляешь, они же нам за все это предъявят. А я говорю, что э, ему четко отвечаю. Я говорю, а что ты сейчас делаешь для того, чтобы твоя жизнь изменилась? Понимаешь? Они же ничего не делают. С путинским режимом ничего не делают. Они вот эти правила игры, которые вот их, вот эти жулики, мошенники, вот эти вот все, вся вот эта масса, короче, им предложила, они их воспринимают. Они по ним играют. Ну да, там немножко оппозиционности, немножко там на коленях, значит, постоять, пооппозиционировать. Это русский может. Плакаться, летание, вот это вот, да, там о том, что ой, мы плохо живем, жизнь хреновая, там, батюшка царь, там, ну, немножко это, как его, сильно не крути, не закручивай гайки, короче, понимаешь? Вот что-то в этом роде. И вот буряты, они действительно частично воспринимают эту методику, потому что они же смотрят, Ванька же стоит на коленях, там, просит, сопротивляется. И буряты считают, особенно либеральные, что вот это наше будущее. Давайте вместе там с Русней, с этой, с хорошими русскими встанем на колени, да, начнем сейчас что-то делать, короче. Ну, а иначе мы получим Украину. Но, к сожалению, Украину никто не спросит, и мы уже видим, что президент столицы мира, Трамп, он уже поставил просто и европейцев, как говорится, перед фактом, что все, мы с Путиным договорились. А сейчас, ну, сейчас же там прошла информация о том, что, не знаю, насколько достоверная, о том, что
Трамп еще в первую администрацию. Он говорил, что вы еще в первую администрацию, я помню, Трамп говорил, что США непропорционально высокий вклад имеют в НАТО. Чуть ли не там 50 или 70%, короче. И он говорил о том, что европейским странам еще до того, как Путин там горячую фазу войны в Украине начал, нужно увеличить ВВП хотя бы до этот, как его, оборонный бюджет хотя бы там до 2,5–3% от ВВП европейского. Ну, я тогда еще глянул, помню, я говорю, ну, это же небольшие суммы. А у них дело в том, что, видите, законодательно запрещено увеличивать на оборону, ну, потому что все сейчас министерства, они называются, Министерство войны, они сейчас называются Министерство обороны, выше определенной позиции, потому что это запрет и Европейского Союза, и они там, ну, по-всякому начинают там выкручиваться, какие-то дополнительные программы делать, там, что-то так, пятое, десятое, там какие-то межгосударственные соглашения делают и все прочее. Единственная страна, которая свой вот это увеличила по-настоящему, да, это не Германия никакая, не Британия, не Дания, не Франция. Это вот Польша. Увеличили нормально. Заключили прямые контракты со всеми. Там какие-то старые еще эти советские предприятия, которые снова возобновили производство. Они там на ладан дышали, короче. Все. Польша активно включилась. То есть они восприняли эту информацию еще с того времени. А вот те, у которых денег полно, как говорится, да, которые богатые, но дряхлые, у которых там в основном молодое, так скажем, поколение, вот эти вот там 15, там 12-15 лет, это арабы там, турки, африканцы, там еще кто-то, вот они не спешат увеличивать. Хотя, я не знаю, ну, увеличение военных расходов это всегда неплохо, хорошо для экономики. И Европа должна готовиться к конфликту, потому что вот этот крестовый поход против Путина, против русского мира, он должен идти. И вот сейчас, естественно, я, конечно, там на этом зуме у Ержана Тургумбая там напугал людей, что в первую очередь сейчас начнут, значит, наказывать тех, до которых могут добраться. Ну, там до каких-то украинских коррупционеров там и так далее, там до них сложно дотянуться. Но вот для каких-нибудь активистов, которые там за независимость там Татарстана, там Бурятии там или еще чего-то, дотянуться проще. Я говорю, что порох нужно держать сухим. И вот сейчас вы заметили эти? В пространстве просто исчезли. Инфо-цыгане исчезли. Но я не думаю, что это связано с тем, что USAID, так скажем, прекратила свое существование. Я думаю, просто USAID перестала требовать еженедельные отчеты или ежемесячные отчеты, чтобы это там посты какие-то вот эти там с соблюдением всяких ЛГБТ, там всякой этой всей подвески, короче. Ну и появилась возможность просто то, что они там получили в виде финансовых средств, просто ну, слимонить, короче, стырить. Ну, естественно, что, если у тебя есть возможность деньги просто так взять без отчетов, короче, поэтому зачем что-то делать? Поэтому инфо-цыгане, они исчезли с пространства. Сейчас все эти бабки вдруг затаились. Ну, они-то думали, что там сейчас, там мы там, да, блядь, там сейчас независимость, суверенитет. Сейчас, смотрите, начнут перевертываться, короче. И в заставке у меня был этот Мишка Матханов. Я не знаю, что историю вам эту рассказывал или не рассказывал. Ну, в общем, может быть, когда-нибудь потом расскажу там. В общем, там длинная история такая, которую мне бабушка рассказывала. Как раз про их батю, вот этого Матханова там. И вот там довольно длинная история, интересная была, но я, наверное, в этом эфире не буду рассказывать. Но вот как вот эта вся система с Байкал фармами возникла. Это же тоже это такая борьба регионалов была за налоги. Потому что еще с совковского времени была вот эта система акцизная там и так далее, все это подчинялось федеральному. То есть во всех нормальных странах вот этот акциз, он остается на местах. Ну, ты водку-то пьешь вот здесь, в Бурятии, ну, соответственно, акцизы и все прочее должны там выплачиваться. И не могли просто дать
возможность регионам самим распределять акцизы. И все предприятия водочной индустрии, алкогольной, которые производили водку, вот там в Бурятии, это, по-моему, там, значит, Никольский спиртзавод какой-то был там и так далее, который гнал по правилам из броженой пшеницы как раз пищевой спирт, медицинский так называемый. Он в конечном итоге обанкротился, потому что это невыгодно. И тогда создают, ну там была лазейка, создают, значит, фармацевтическое предприятие, которое производит водку, причем водку, которая на самом деле лечит, вы понимаете? То есть водка там прямо, вот если можно какие-то ранние бутылки прочитать, там было даже написано, что она лечит алкоголизм. Ну и первый продукт, который они пустили, это был, видимо, советский продукт, аналог Ягермейстера. То есть, по-видимому, были еще вот эти совхозы, которые продавали определенный набор, ну или немцы, или ГДРовцы, они там скупали определенный набор, значит, каких-то трав, ну, добавляя там своими еще какими-то там, значит, цитрусами, там еще что-то в этом роде. И делали в конечном итоге егермейстер. И вот этот напиток, он в Бурятии получил меткое русское название. Умри ты! Вы помните, Амрита называется. А Амрита с тибетского это как что-то типа божественный напиток, что-то в этом роде, короче. А русские его переделали в умриты. Ну, потому что похмелье было очень жесткое. И вот это вот Амрита в индуистской мифологии напиток богов, делающих их бессмертными. О, бессмертие Амрита называется. То он, ну, приобрел вот такой характер, короче, дешевого бухла, ну, с которого можно напиться. Ну, а потом уже, когда там уже перестали на это все дело, на фарму обращать внимание, короче, уже Байкал Фарм начал тупо гнать водку. Естественно, потом вот эти всякие затычки пытались закрыть. И на излете своего существования вот этот Байкал Фарм, он существовал только за счет того, что они получали кредиты на свою деятельность, обеспечивающиеся имуществом, с одной стороны, а с другой стороны еще гарантиями вот, Республики Бурятия. И на момент того, когда Байкал Фарм, значит, сейчас посмотрим, когда он стал банкротом, значит, в 2014 году его признали банкротом, Байкал Фарм, короче, и что-то там куда-то его в Кабардино-Балкарию, что-то перекинули там и так далее. И оказалось, что все это время они там химиков набирали там. И я тоже планировал туда пойти, короче, поработать, но с каким-то хуем пересекся, короче, который там пед заканчивал еще в свое время. И он такой говорит: ой, это такие там замечательные руководители, ой, да, эти Матхановы. Я сижу, слушай, блядь, да что ты порешь-то, короче. Ну, а потом я понимаю, что он порет, потому что работа-то не бей лежачего была там. То есть чуваку надо было просто подмахивать документы, что, ну, спирт отличный, что там не совсем технические там и все прочее, короче. Ну, чувак с этого жил, по сути дела. Конечно, чтобы он не хвалил, что их там одну подпись в месяц ставят и нормально зарплату получает. За технологическим процессом и за всем прочим он там не следил, судя по всему. Ну, очистку там, может быть, что-то там, какие-то фильтры менял там или еще что-то там вроде. Ну, чтобы совсем хреново там вот этим, как его, всякими эфирными маслами, там, всякими вот этими бензолами, там, кризолами и всем прочим не воняло. И оказалось, что Байкал Фарм все время это работал на спирте техническом, который гнали с газа. То есть там воровался газ природный через определенную систему, значит, ну, технические системы, там синтез газ, судя по всему, получался и так далее. И в конечном итоге или там оксид этилена получался, короче. Ну и они методами там всякой гидратации и так далее получали спирт. То есть этот же газ сжигался, в общем, короче, ну, получали
энергию определенную для того, чтобы запустить вот эти процессы всякие разные. И народ Байкал Фарм споил в огромном количестве. Причем поил в интересах бурятского вот этого республиканского истеблишмента. Всей этой массы. И самое это, что интересно, что в соседних регионах Байкал Фарм хвалили за то, что они производят лучшую водку в регионе. То есть в Иркутской области, где там стояли свои собственные гидролизные заводы, тоже из химии, там, из всякого шмурдяка там получали дешевый спирт, вообще не задумывались над тем, чтобы создавать какие-то такие непонятные фармацевтические организации, которые бы производили водку, которая лечит от алкоголизма, так скажем. Просто тупо продавался этот спирт из-под полы, короче, ни одно поколение спаивалось и умирало. Ну вот и все. Ну, то есть, денежки, естественно, выводились. Часть денег, по-видимому, отстегивалась силовым структурам и так далее. Причем, ну, я помню, это уже Матханова-то, Мишу-то искали очень долго. Но какое-то СМИ там бурятское, хотя я не верю, я думаю, что это все фикция, короче, распространено, что его задержали на том основании, что он собирался вступить в ВСУ, короче. Ну, смешнее значит, подоплеки найти невозможно, но, по-видимому, чтобы все чики-пики было, Матханова, видимо, кого-то просто швырнули по деньгам. А сейчас вот такой способ, что судья только смотрит, по какой статье его обвинили, тут же 10 лет выносит. И очевидно, это такой просто способ вымогательства. С другой стороны, я не исключаю, что там все зависит от того, где жил Матханов. То есть вполне возможно, что у него была какая-нибудь квартирка где-нибудь в Южной Корее, допустим, а он там на побывку туда приехала Наташка Арно, например, там где-нибудь они там в кафе сели, обсудили. Ну, ты типа, Миша, ты же там влиянием обладаешь, вот там надо это, там топ-5 поддержать, короче. Ну, и, видимо, кто-то там из внедренных агентов слил эту информацию, и такое тоже может быть, что Мишу там, видимо, ну, мало ли, вдруг амбиции появились под старость лет, ну, деменция случилась, там, я не знаю, какое-нибудь там нейродегенеративное заболевание у Матханова. И он вот решил, что он не просто жулик, да, а вот политик, лидер и борец. Да, ну вот видишь, взяли, обломали. Я там в одном паблике, правда, написал и говорю, ну, наверное, Маринка сдала. Не исключен и такой вариант, что Матханов, может, хотел политическое убежище получить. Ну, денежек немножко перевел. Ему говорят, сейчас это в Америку мути, там все сделаем, короче, все устроим, там кейс напишем и так далее. Понимаете, да? Он там данные, паспорт предоставил, а та вжик своим кураторам слила все это дело. Понимаете, да? Ну и все, и вот ты там съезди, там крипту переведи, там, может он там все бумаги там отписал уже, там все имущество, что было, все продал, короче. Ну, тайное имущество, потому что они же там до сих пор Сбербанку торчат. Ну, потому что я помню, что год 12-й, например, или 10-й, или, короче, тоже где-то подбухивал. Ну, я какая-то то ли бухгалтерша она, то ли еще ли, то ли там ну, как-то она вот эту информацию знала, что говорит, что Байкал Фарм типа банкрот. Я говорю, как? Я говорю, там же все работает, все это. Она говорит, не, там, короче, всем давно известно, что эта организация, ну, уже не живая. То есть Путин, вот эти все налогообложения, там все прочее, они довели до такого состояния, что вот эти все карманные алкогольные заводы во всех регионах, которые были, так скажем, способом одновременно подпаивать население, короче, и какие-то акцизы, сборы какие-то оставлять у себя в регионе. Все это, значит, ну, Путиным сворачивалось. А я теперь понимаю, почему сворачивалось. Для того, чтобы ему нужно было трезвое население, не совсем алкоголизированное, но такое же зомбированное, для того, чтобы начать глобальную войну в Украине. И они как раз вот к середине 2000-х годов, до конфликта вот еще активного фазы и отжатия Крыма и так далее, они все такие предприятия по всем регионам
Рашки уничтожили. Так что вот такая вот ситуация. Ну и Матханов, то есть вместо того, чтобы все там бросить, короче, значит, и свалить куда-нибудь жить на острова, и вообще не отсвечивать, короче, да, но решили, видимо, таким способом вернуться в бурятскую политику, ну, может быть, кто его знает. Может, если посадят на 10 лет Матханова, там, по какой-нибудь серьезной статье и мемориал его признает политическим заключенным, может быть, я даже выйду под российское посольство здесь на Бельведерской и скажу свободу Михаилу Матханову, политическому заключенному, которого путинский режим закрыл на 10 лет. Поживем, увидим. Но я вынужден с вами, друзья мои, распрощаться. Время нашего эфира подходит к концу. Повторяйте каждое утро, каждый день и каждый вечер. Бурятия для бурят. Бурятам бурятскую власть. Бурятия от Енисея до Амура. Только так и не иначе. Благодарю вас за внимание. Всем большое спасибо и до новых встреч. Встретимся на волнах МИ радио ровно через 1 неделю. Зуртан Халтаров, Андрей Григорьев, Когито Бурята на ИМИ радио. Зуртан Халтаров, Андрей Григорьев, Когито Бурята на ИМИ радио.